в 33-ю годовщину массового убийства, произошедшего в городе Барын Актузского района Восточного Туркестана, мусульманские организации Бангладеш провели демонстрации и пресс-конференции с осуждением китайского геноцида. По сообщениям индийских СМИ, 5 апреля в столице Бангладеш Даке и некоторых других городах прошли демонстрации и пресс-конференции, посвященные 33-й годовщине трагедии в Барыне и осуждению геноцида против китайских уйгуров. Делегация Союза ученых Восточного Туркестана продолжает визит в Индонезию с целью распространить проблемы Восточного Туркестана на весь исламский мир и повысить осведомленность различных общин об исторической и реальной ситуации в регионе. По состоянию на 1 апреля делегация в Индонезии посетила мусульманские общины в разных городах и ведущие неправительственные организации, прошли встречи с лидерами общественного мнения. На встрече китайских и французских предпринимателей 36 предприятий подписали 18 соглашений о расширении сотрудничества в таких областях, как производство, экологически чистое развитие, новая энергетика и инновации, сообщили в пятницу в Министерстве коммерции Китая. Представитель Министерства торговли Китая Ю Юаньтан отметил, что объем торговли между Китаем и Францией увеличился с 60 до 80 миллиардов долларов за последние 5 лет. В Твиттер и Телеграм просочились секретные документы США о войне в Украине. В Пентагоне, Министерстве обороны США объявили, что начато расследование утечки секретных военных планов США и НАТО, направленных на усиление украинской армии против России. На этот раз в социальных сетях были опубликованы конфиденциальные документы США по Китаю и Ближнему Востоку. Документы включают в себя карты, на которых США проанализировали войну в Украине, анализ США Ближнего Востока и Китая, а также исследование глобальной террористической угрозы. Китай направил военные самолеты и военные корабли к Тайваню в рамках трехдневных военных учений, инициированных президентом Тайваня Цай Инвэнем после встречи со спикером Палаты представителей США. В заявлении Министерства обороны Тайваня сообщается, что 8 военных кораблей и 42 боевых самолета, принадлежащих Китаю, были обнаружены вблизи Тайваня в субботу. 29 из них пересекли среднюю линию Тайваньского пролива. По призыву Иордании и Палестины в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась неочередная встреча, на которой обсуждались нарушения Израиля в отношении мечети Аль-Акса. В своем выступлении на открытии встречи генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха сказал: «Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированных палестинских земель и является столицей палестинского государства. Аль-Масджид Аль-Акса – это храм, который каждым дюймом принадлежит мусульманам».